Добрый день, уважаемые участники профориентационного часа. Мы рады вас приветствовать. Сегодня вместе с нами учащиеся школы номер 10. Это школьники 9, 10, 11 классов. И сегодня проводится профориентационный час в рамках реализации городского сетевого проекта «Выбор проф. Якутск» при поддержке Управления образования окружной администрации города Якутска и социальных партнеров высших и средних профессиональных образовательных учреждений, организаций и предприятий. И сегодня профориентационный час проводят преподаватели Якутского института водного транспорта. И для приветствия у нас мероприятие будет проходить по плану. План проведения вы видите на экране. Он у нас в неизменном виде будет. И в конце, ребята, я бы хотела вам сказать, что мы проведем онлайн-тестирование. Вы получите в чате ссылочку, и по ссылке ответите на вопросы и получите сертификаты участников профориентационного часа. И мы начинаем нашу работу. И, конечно же, мы очень рады за ваше активное участие, подключение. Вы большие молодцы. Это говорит о том, что вы задумались о выборе своего жизненного пути, о выборе профессии и о том, что... Да, сейчас пришло вот такое время, как раз май месяц, когда надо подтянуть знания, получить хороший аттестат и выбрать правильную специальность, правильную профессию, которая по жизни будет вас радовать, и вы найдете удовлетворение от реализации этой профессии. Итак, с приветственным словом выступит директор детского подросткового центра Петрова Наталья Николаевна. Добрый день, уважаемые участники информационного профориентационного часа. Это здорово, потому что сегодня, прямо после праздника, мы с вами проводим такое мероприятие, которое дает возможность нам всем задуматься в выборе своего дальнейшего пути. То, что для каждого человека, наверное, очень важный вопрос, который нужно решить, и решить его с пользой для себя. Для того, чтобы идти на работу, на свою любимую работу, для того, чтобы заниматься любимым делом. Это очень важно, провести вот такую пробу, примерить на себя, встретиться со специалистами, встретиться с преподавателями высшего учебного заведения и, значит, услышать из первых уст и попробовать примерить эту профессию на себя. Мне хочется пожелать вам, уважаемые ребята, значит, хорошего и полезного вот этого часа, вот, сделать первый шаг, первую пробу в профессию, и нашим уважаемым коллегам, значит, Институту водного транспорта, преподавателям, администрации. Мне хочется выразить благодарность за ту работу, которую вы проводите по профориентации для школьников города Якутска. Также хочу поблагодарить администрацию 10-й школы, потому что это наши социальные партнеры, вот, которые всегда рядом, и где мы выполняем с вами одну очень важную миссию. Думаем о будущем наших детей. Спасибо, Наталья Николаевна. Также с приветственным словом от Якутского института водного транспорта выступит заместитель директора по воспитательной работе Дмитрий Игоревич Павлов. Здравствуйте, уважаемые участники. Меня хорошо, да, слышно? Да, хорошо слышно. Я рад приветствовать вас от лица администрации и коллектива нашего учебного заведения Якутского института водного транспорта. Сегодня наши коллеги представят вашему вниманию презентацию о краткой истории нашего института, о тех специальностях и направлениях подготовки, по которым вы можете пройти обучение в наших стенах. Конечно же, хотелось бы, чтобы данное мероприятие запомнилось для каждого из вас не как определенная формальность, к которой, я думаю, многие из вас уже, наверное, привыкли,
А возможно, станет для вас именно тем днем, когда вы выберете свой ориентир на всю будущую профессиональную жизнь. Ведь с каждым годом подготовка специалистов водного транспорта в нашей республике становится все более и более актуальной. Об этом говорит и информация о строительстве судоверфи в Жатае, которая позволит обновить наши суда. Это увеличение бюджетных и целевых мест в рамках ежегодной приемной комиссии. И, конечно же, положительные изменения материально-технической базы нашего института. Это строительство нового учебно-тренажерного центра, который вы можете наблюдать с нашей площади Победы. Наверное, все обращали на это уже внимание. Сегодня специалисты, работающие на наших отраслевых предприятиях, действительно получают достойную заработную плату. У них есть возможность повышать свой уровень образования, продолжать обучение как в стенах нашего учебного заведения, так и в других вузах региона и даже всей России. Сделав выбор в сторону нашего учебного заведения, вам не придется самим искать места для прохождения практики, испытывать сложности какие-либо при трудоустройстве. Каждый выпускник нашего учебного заведения находит свое место в обществе. И самое главное, что очень радует, это место связано с полученной специальностью. То есть вы будете работать непосредственно по своему профилю. Хотелось бы, конечно, отдельно еще и сказать о практике. Ведь курсанты нашего института, уже начиная со 2-го курса, при достижении 18 лет, начинают ходить в полноценные навигации с полной оплатой труда. А это не меньше 35 тысяч рублей в месяц. Я думаю, это очень важный показатель для многих. Также сейчас возобновляется у нас подобная практика и со студентами нашего вуза. Студенты также могут проходить практику на отраслевых предприятиях. Это ПАО «Лорб», это администрация Ленского бассейна, это Якутскэнерго и многие другие предприятия. Причем мы сейчас не говорим о работе только на судне, да, потому что это часто позиционируется с нашим вузом. Студенты работают, как у нас принято, и на берегу, мы говорим об этом так. Говоря о той внимательности и, конечно же, подходе нашего педагогического состава, стоит сказать, что ни один, наверное, курсант и студент нашего учебного заведения сможет подтвердить, что он никогда не остается в трудной жизненной ситуации, либо учебной. То есть мы всегда откликаемся на все проблемы наших обучающихся. Я думаю, это каждый сможет заметить и ощутить. Конечно же, мы будем очень рады видеть вас в ближайшее время в числе абитуриентов нашего института. Я желаю вам всем удачной сдачи итоговой аттестации, и до новых встреч. Если у кого-то возникнет желание лично получить консультацию от меня лично, вы можете обратиться за номером к нашим коллегам. Буду рад вам в этом помочь. Спасибо за внимание. Мария Борисовна, звук. Ага. Благодарим Дмитрия Игоревича за выступление и за то, что вы будете в контакте, да, непосредственном. Если ребенок пожелает задать вопрос, то можно, конечно, с вами поговорить. Это очень здорово. Я бы еще хотела бы отметить, что дорогие ребята, если у вас возникнут вопросы, вы можете написать в чате, а те, которые не смогут выйти непосредственно в чат, можете с экрана поднять руку, да, и мы увидим, специалисты постараются незамедлительно ответить на вопросы. Или дадим слово, выйдите на экран в Zoom, тоже можем ответить на вопросы. А сейчас в подтверждение всего сказанного мы посмотрим яркую, очень динамичную презентацию Якутского института водного транспорта. Пожалуйста. Прими правильное решение. Выбери высокооплачиваемую престижную профессию в Институте водного транспорта. Наши специальности – это гарантия будущего трудоустройства, успешной карьеры, материального благополучия. Выбор всегда за тобой. И ключевые слова презентации – это выбор
ребята, за вами, да, сделать правильный выбор вам поможет специалист отдела взаимодействия с потребителями и профориентации Светлана Викторовна Третьякова. Пожалуйста. Светлана Викторовна, ваш микрофон выключен. Слышно? Теперь слышно. Здравствуйте, дорогие ребята. В этом году перед вами встает довольно-таки сложный выбор, куда пойти учиться дальше. Для девятиклассников это либо продолжить обучение в школе, или же поступать в среднепрофессиональное образовательное учреждение. Для выпускников 11 классов это выбор учебных заведений, ну, я думаю, наверное, прежде всего высшего образования. Поэтому информация о нашем учебном заведении, я думаю, может быть, кому-то пригодится, а кому-то в будущем поможет выбрать свою профессию. Наше учебное заведение является одним из старейших в городе Якутске. Как институт мы преобразованы с 2005 года. До этого было Якутское командное речное училище. В настоящее время институт обучает по 3 направлениям подготовки. Это программы высшего образования, программы среднего профессионального образования и дополнительное профессиональное образование. Директором института является Стрек Ярослав Михайлович, кандидат технических наук, доцент, ну и ведущий преподаватель по направлениям подготовки высшего образования. Высшее образование представлено 3 направлениями. Это электроэнергетика и электротехника, технология транспортных процессов и строительство. Имеется как очная, так и заочная форма обучения. Электроэнергетика, электротехника – это направление, связанное с электроникой, с энергетикой. Наши выпускники работают в таких организациях, как Якутская ТЭС, ГРЭС, любая электрическая станция, подстанция. Технология транспортных процессов – это транспортные компании, это логистика. Учитывая нашу довольно-таки сложную инфраструктуру, вы сами должны понимать, что обойтись доставкой на одном виде транспорта – это, в принципе, нереально. Поэтому и именно вот логисты данного направления, они и занимаются доставкой грузов, и в какой-то степени диспетчерский фонд в том числе. Строительство, это, можно сказать, уникальное направление, потому что строительство, прежде всего, гидротехническое, учитывая наши сложные климатические условия, наши условия вечной мерзлоты, естественно, что представители данного направления, выпускники данного направления, они очень востребованы. Помимо этого, это прежде всего специализация гидросооружения, мосты, дамбы. Сейчас вот строительство через реку Лена, строительство моста через реку, это проблема очень актуальная. И я так думаю, что выпускники именно нашего учебного заведения и будут участвовать в этом строительстве. Значит, по окончанию выпускники получают степень бакалавра. Срок обучения на очной форме 4 года, на заочной 5 лет. В принципе, по желанию, ребята могут продолжить обучение в нашем головном вузе в магистратуре. Для того, чтобы поступить, необходимы результаты ЕГЭ по 3 предметам. Это математика, русский язык, физика. Для направления технология транспортных процессов по выбору либо физика, либо информатика. Ну и еще такая информация. Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование, я не имею в виду школьников, может быть, родители, старшие братья, сестры,
могут поступать по нашим вступительным испытаниям, которые проводятся непосредственно в институте. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году все экзамены пройдут дистанционно. Zoom. Минимальный проходной балл: математика 27, русский и физика по 36 баллов, информатика и информационные технологии 40 баллов. Подача документов начнется с 18 июня и для школьников продлится до 24 июля. Необходимо будет предоставить документы и результаты единого госэкзамена. Ну, ребята, кто хочет поступить все-таки на бюджетную форму обучения, необходимо подать документы непосредственно вот в эти строго указанные даты, потому что иначе вам может быть предложена платная форма обучения. Помимо высшего образования, наш институт готовит специальности среднего профессионального образования. В настоящее время их 5. Это судовождение с правом эксплуатации судовых энергетических установок. Плюсом данной специальности является то, что учащиеся, правда, обучаясь на год больше, получают диплом судоводителя и имеют право эксплуатировать судовые энергетические установки. Кто планирует связать свою жизнь непосредственно с флотом, вот это вот совмещение, оно очень важное. Судоводитель вообще это капитан судна. Вторая специальность — эксплуатация внутренних водных путей — это специалисты гидротехники, специалисты, обеспечивающие безопасность движения судов, устанавливающие знаки по реке, буи, работающие на земснарядах и землесосах. Для того, чтобы суда не садились на мель, необходимо заниматься дноуглублением. Вот именно этим и занимаются наши гидротехники. В будущем, имея уже вот первоначальные навыки геодезической съемки, нивелирования, они могут продолжить свое обучение у нас на высшем образовании непосредственно по направлению строительства. Третья специальность – это эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Это универсальная специальность, так как электричество есть везде, как на суше, так и на воде. Поэтому ну, электрик, он, в принципе, очень востребован как на судах, так и на любых предприятиях на суше. Эксплуатация судовых энергетических установок – это специалисты, которые занимаются дизельными установками, двигателем судов. И, в принципе, если это, например, какие-то районы республики, это любые дизельные станции, подстанции. То есть, в принципе, в какой-то степени это тоже универсальная специальность. В этом году для девушек у нас открыта новая специальность – это организация перевозок и управление на транспорте. Ну, это прежде всего диспетчерские службы, так как девушки все-таки, наверное, работать на судах, находиться в течение полугода в навигации – это крайне сложно. Поэтому ну, для девушек мы можем предложить вот это направление. Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов к нам можно поступить и после 11 классов 2 года 10 месяцев. Но, ребята, вообще выгоднее к нам поступать на среднее профессиональное образование после 9 класса, потому что 9-классники идут на 1-й курс, 11-классники идут на 2-й курс. Поступают без вступительных экзаменов, при зачислении учитывается средний балл аттестата, поэтому можно будет сказать, наверное, сделать вывод следующим образом: что вы заработали в школе, то вы и покажете непосредственно при поступлении. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, предоставляется общежитие, трехразовое питание, выдается форма. Ну и для ребят, наверное, важным моментом является и то, что учащиеся имеют отсрочку от призыва в армию на период обучения. Если вы хотите поступить на бюджетное место, документы необходимо подать с 1 июня по 15 августа. Если вас устраивает платная форма обучения, то с 16 августа по 25 ноября. Так, ну и я хочу, чтобы вы посмотрели как бы то, что мы не только активно учимся, но и активно участвуем в различных мероприятиях.
И краткую информацию я хотела бы еще дать по условиям поступления и обучения. Значит, ребята получают у нас стипендию, кто обучается без троек. Стипендию получают в размере 868 рублей. Помимо этого, малообеспеченным выплачивается социальная стипендия 1302 рубля. В принципе, размеры небольшие стипендии, но сразу оговорюсь, вы сразу учитывайте то, что учитесь бесплатно, кушаете бесплатно, форму получаете бесплатно. И, как Дмитрий Игоревич уже сказал, я еще раз повторюсь, наши учащиеся, одни из немногих, являясь еще курсантами, получают заработную плату в течение плавательской практики, начиная после 2-го курса. Ну, кому 18 лет уже исполнилось. В этом году у нас 150 бюджетных мест, но это, конечно, девятиклассники. Для ребят после 11 класса мы можем предложить только платную форму обучения. Ну, наверное, вот по информации все. Так, и здесь вот наши контакты. Вы можете просмотреть информацию о нас на нашем сайте, ВКонтакте. Помимо этого, Инстаграм, ну или в конце концов позвонить на номер телефона приемной комиссии. Спасибо большое, Светлана Викторовна, за очень подробное разъяснение. Да? Сейчас перед вами выступит Львов Антон Павлович, декан высшего образования, кандидат физико-математических наук. И мы бы хотели, чтобы Антон Павлович отметил, как лучше подготовиться к вступительным экзаменам, на что нужно обратить внимание для поступления, ну, для получения высшего образования. Добрый день, уважаемые участники. Рад вас видеть в этом мероприятии. Ну, я являюсь деканом факультета высшего образования. У нас, как вы поняли, реализуется программа высшего образования по 3 направлениям подготовки. Это строительство, электроэнергетика и электротехника, и технология транспортных процессов. И каждому, как вы, наверное, уже поняли, нужно предоставить результаты ЕГЭ по математике, по русскому языку, по физике для направления подготовки строительства и электроэнергетики и электротехника, да, и на выбор информатику можно предоставить по направлению технологии транспортных процессов. Ну, примерные минимальные баллы ЕГЭ вы уже видели, в курсе, да. Ну, и еще нужно отметить для тех ребят, которые будут поступать на базе, которые имеют среднее профессиональное образование или начальное профессиональное образование, они могут пройти по нашим вступительным испытаниям. Здесь уже все эти вступительные испытания будете проходить по нашим экзаменационным заданиям. Они фактически аналогичны тем заданиям ЕГЭ, так по математике, так по русскому языку, так по и информатике, да, ну, базового уровня. Так что здесь как я понял, все здесь ребята заканчивают 11 классы, да? 11 класс. Ну, соответственно, от вас требуется только вот результаты ЕГЭ. Ну, ждем вас. Антон Павлович, еще такой вопрос. Антон Павлович, как декан высшего образования, да, тоже является партнером детского подросткового центра, и мы организуем совместные мероприятия с детским подростковым центром, которые, наверное, как бы побуждают детей принимать участие в профориентационных мероприятиях и пройти первые профессиональные пробы. Немножко можете рассказать, чтобы школьники 10-й школы тоже как бы
поучаствовали в этом мероприятии. Профстарт и выбор проф-Якутск. Ежегодно мы участвуем в этих мероприятиях, и здесь мы обычно даем тему по профильным направлениям подготовки, чтобы заинтересовать интерес ребят по нашим направлениям подготовки. Соответственно, на этих мероприятиях в качестве жюри работают наши преподаватели, все они остепененные, да, кандидаты технических наук, и все они вот принимают активное участие и проявляют очень большой интерес к таким вот мероприятиям, и мы вот всегда принимаем участие. Ну и еще бы хотелось бы отметить, да, что школьникам очень нравятся такие мероприятия, потому что такой конкурс, как городской профориентационный конкурс профессиональных профстарт, проводится вместе с родителями. И тогда ребенок приходит на конкурс вместе со своим родителем, и с семьей они уже видят настолько хорошая, современная, технически оборудованная база Якутского института водного транспорта, насколько профессиональные специалисты там работают, да, и они соприкасаются с деятельностью всех этих трех направлений, о которых говорилось: технология транспортных процессов, электроэнергетика, электротехника, строительство. И еще они видят молодых заинтересованных курсантов, студентов, да, и это является как бы тоже побуждает детей для поступления вот в такой востребованный вуз для нашего региона. И тоже мы вас приглашаем в будущем принимать участие в конкурсе профессиональных профстарт и в конкурсе выбор проф-Якутск на базе высшего образования. Да, мы благодарим вас за ваше выступление, за то, что вы делаете большую работу со школьниками. Ну и в будущем мы хотим видеть участниками этих конкурсов школьников 9, 10, 11 классов школы номер 10. А теперь слово предоставляется начальнику отдела взаимодействия с потребителями и профориентационной работы Бурлаковой Оксане Анатольевне. Здравствуйте, уважаемые выпускники школы номер 10, также преподаватели, наши партнеры. Я очень рада всех приветствовать. Выбор вуза и будущей профессии – один из самых важных и ответственных моментов в жизни каждого человека. От качества полученного образования зависит профессиональный рост, карьера и возможности самореализации. Быть студентом Якутского института водного транспорта почетно и в то же время ответственно. В нашем вузе перед каждым абитуриентом открыты большие перспективы. В эпоху информационных технологий и инноваций институт осуществляет подготовку нового поколения специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться в жизни региона и России в целом. В Якутском институте водного транспорта созданы все условия не только для профессиональной подготовки, но и для гармоничного развития личности. Большое внимание уделяется раскрытию способностей и талантов студентов в культурной, спортивной и общественной жизни. Яркие события, увлекательные проекты, научные открытия и новые интересные знакомства – все это вас ждет в нашем институте. Уважаемые абитуриенты, мы с радостью будем готовы принять вас в качестве сначала абитуриентов, а потом и студентов нашего института. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Оксана Анатольевна. Ребята, если есть у вас вопросы, еще раз напоминаю, что можно писать в чате, можно поднять руку, заявить о себе, да. Но если нет вопросов, но я думаю, очень подробно изложили тему, показали, показали, какие специальности, по каким направлениям можно поступать, каковы условия поступления. Наши преподаватели Якутского института водного транспорта. Поэтому я предлагаю зайти, открыть чат, посмотреть ссылочку, да, и испытать себя, ответив на 3 вопроса. И в таком случае вы получите сертификат участника профориентационного часа с Якутским институтом водного транспорта, который на сегодняшний день является очень востребованным институтом. Профессии актуальные, очень важные. И на самом деле это профессии, которые актуальны во все времена. А в нашем регионе они, конечно, очень даже важные и нужные. Давайте несколько минуточек подождем.